Знаешь, я тут недавно участвовал на ТНВ в передаче, называется «Точка опоры». И там тема была, хватает ли контента в татарском интернете. Так. И у меня возник первый вопрос к организаторам. Что есть татарский интернет? Ну что это такое? Это где говорят на татарском или где это говорят, или где говорят о татарах? Угу. То есть мы же еще даже не на берегу не договорились о понятии. И возник там вопрос, а давайте мы создадим татарскую социальную сеть. Был такой опыт у нас в 2012 году, татары. Не получилось. Заново изобретать Facebook, возможно, смысл нет. Ни ресурсов нет, никто туда не пойдет. Но мы можем интегрировать все ресурсы, которые есть там, Clubhouse, образовательные платформы, YouTube и так далее. Вот кто сможет сделать кросс-платформу, которая все это соединяет. Да, я согласен, это будет человек, ну, там, татарский Билл Гейтс. Да, это вот абсолютно. Да. Причем это же будет кросс-платформа для, собственно, любых национальностей. Да, пожалуйста, конечно. То есть это будет такая кросс-платформа, где каждый там заходит там и говорит там типа, не знаю, уйгур. И все выходит. Поплыл в пространство, да, в котором просто его среда, и где он может найти все, что касается его племени, грубо говоря, да, ну, имеется. Я согласен. Но для этого, вот и у меня есть друзья хорошие, они айтишники. Айтишники, причем так, у них есть фирмы какие-то небольшие. Это люди, ну, ты представляешь, они с определенным как бы представлением, да, у них. И они говорят, нам вот поставь ТЗ. Вот задачу. Четко ТЗ да, поставь. Вот это все, а мы ее проработаем. И поэтому тот, кто сможет организовать, знаешь, в советское время было хорошее такое определение организатор науки и образования. То есть человек, который организовывал вот, научную школу, университет, да. То есть он сам, возможно, не был большим ученым, но организовать это же дорого стоит. Вот если найдется человек, который организует всех этих людей, сведет за руки, там, объяснит, что и как, это я тоже считаю великий человек. В принципе, есть два типа людей. Есть кто думает головой, есть тот, кто организовывает хорошо. Вот этот вот симбиоз, он должен быть. То есть, возможно, это будут два человека? Возможно. Или там команда и команда, грубо говоря, да? Да, ну, то есть как-то это должно Чук и Гек такие. Ясно. Твое мнение о стратегии, которую сделали в Башкортостане, то есть, получается, после Татарстана сделал Башкортостан, да? И ты вот мне рассказывала, что разница огромная, то есть то, что не получилось сделать в то, что мы, собственно, увидели в виде стратегии в августе прошлого года, да, в конце августа, и то, что сделали в Башкортостане, это две разные вещи, и жаль, что получилось не наоборот, практически, да? Да, это как говорят в Одессе, две большие разницы. Но я рад за Башкортостан, за башкирский народ, потому что, ну, надо радоваться успехам и наших сородичей, и наших и пользоваться опытом. Братьев, и пользоваться опытом. То есть нужно уметь брать уроки. Вот башкиры, они посмотрели, как мы организовываемся, посмотрели, какие у нас неполадки, скажем так, какие у нас пассивы, какие минусы. Сделали вывод, организовались лучше. Мы из-за того, что первопроходцы, нам, возможно, всегда сложнее первопроходцу. По его следам идти легче. Поэтому тот документ, который принят нами, он, как я уже сказал, он рамочный. То есть его нужно наполнять. Башкиры этот опыт учли, они приняли и теоретическую часть, и практическую. То есть у них есть и такие общие рассуждения, манифестации, и есть конкретно, что делать. Условно говоря, к 2030 году такое-то количество башкирских школ. Ну, это конкретно уже. Да, абсолютно и конкретно. будет конкретно спросить с кого. Да. А когда ты напишешь очень расплывчато и размыто, как картина Ван Гога, спрашивать-то не с кого. Ну да, как-то да, где-то мы это говорили, писали, да, то есть... Где нет KPI, как сейчас любят чиновники, KPI, там нету и отчета, там нету и ответственности. Я думаю, я все-таки рассчитываю, что вот эта вот стратегия – это первый большой шаг к нашему дальнейшему и интеллектуальному, и такому духовному росту татар. Отлично. Как ты думаешь, достаточно ли сейчас хорошего качества межпоколенческий диалог? Потому что вот я иногда задаю себе вопрос, а вообще у нас есть этот диалог между вот поколением 20-30, ну там 35 может быть, да, и поколение, которым 60 плюс, да, потому что уж очень разные
разное понимание жизни, разные условия, технологии, информационная там система и так далее, и так далее. Есть ли этот диалог? Ведь, в принципе, без этого диалога построить вот то, что должна построить стратегия, и вот эти все наполняемые соты этой стратегии, да, будет невозможно, потому что у одних есть опыт, но нет современного вот понимания, как это делается. У других есть понимание, как это делается, но им не хватает вот этого фундамента татарскости, так скажем, да. Вот есть такой диалог? Он вообще существует? Потому что я иногда не понимаю вообще, есть ли он. Знаешь, это очень фундаментальная проблема, потому что непонятно, она вообще решаема в принципе или нет. Ну, там все знаем Тургенева «Отцы и дети», да? Или как шутят отцы и эти, да. Всегда есть Базаровы, которые там такие нигилисты, которые говорят, что, как говорил Базаров там в «Отцах и детей», там, да мне все равно после меня хоть там, пускай лопух растет на моей могиле. Молодой, горячий, да, там, потом, видимо, повзрослев, у него меняется система представлений. К сожалению, разрыв есть, и он неизбежен, потому что вот эти люди, возраст которых ты обозначил, они же люди другой эпохи, прям реально другой эпохи. Да, совсем. Это не формула словесная. Да? Молодежь сейчас, ну, она просто живет другим. Даже, например, я вроде прогрессивный человек, и то не поспеваю за всеми этими, как они говорят, примочками, да, там, сям, то есть мир настолько стремителен, и, конечно, старый человек он просто не успевает. И он воспринимает вещь, которую он не понимает, как враждебно. Да, конечно, да. И все, и он говорит, ах ты, а сейчас очень удобно объяснять, что ах ты, враждебными делами, интернет это вражеская вещь и так далее, и так далее. Это еще больше всё накаляет, зло, все зло. Да. Поэтому, конечно, такой диалог нужен, такой мост нужен. И, в принципе, как его создать? Ну, вот такими же мероприятиями, как вот там вы проводите, да, приходят вот представители старшего поколения, вот, уважаемый Аксакал, студенты, и там обмен какой-то идет. Не обязательно, что они должны как бы вот друг друга понимать тотально, но, по крайней мере, есть взаимопроникновение, да, то есть это очень большое дело. Другого выхода я просто не вижу. Ну, человечество просто его не изобрело. Как оцениваешь в Татарстане, сколько лет понадобится, чтобы ситуация вырулила на какой-то вектор вообще, куда двигаться? Вот ситуация сейчас, которую ты описываешь, да, то есть действительно нет экспертов, нет социологов, политологов, и вообще непонятно, как выстроить этот вектор, вот четкий такой, да, то есть мы здесь вот шаг 0, шаг 1, шаг 2, шаг 3. Сколько понадобится времени, чтобы найти вообще понимание, куда идти? Я все-таки надеюсь, что это будет в скором времени, потому что вот молодая поросль растет. В принципе, мы живем в такое время, когда само это время сжимается в воронку. То есть время идет быстрее субъективно. То есть то, что раньше изменения проходили за поколение, то сейчас просто в течение 2-3 лет меняется все кардинально. Да. И поэтому то, что я сейчас изложил, вот это вот проблемное поле, оно через 2 года может поменяться кардинально, а может ухудшиться, да. То есть, знаешь, как говорят, ну, у политологов есть одна заповедь. Никогда не давайте прогнозов, потому что потом вас поймают за хвост и будут вот из-за этого неудачного вашего прогноза всем этим показывать, какой вы неудачник, лузер. Здесь трудно прогнозировать, потому что ситуация меняется стремительно, тем более в России вообще. Тут же как бы не просто эпохи сменяются, здесь парадигмы социально-экономические, политические, цивилизационные меняются. И поэтому, ну, например, в 88 году, 89-м, вот старожилы говорят, а я застал это. Никто не подозревал, были социсследования глубинные, что СССР может разорвать. Никто представил. Через 2 года разбежались и, так сказать, помахали белым платочком, да? То есть даже слом вот этих вот парадигм цивилизационных. Даже тогда он произошел быстро. Быстро, потом как бы очнулись там, вот так далее, уже другая эпоха, да? Только вот мы клеймили буржуазный Запад, уже сами перешли в рыночную экономику. Да? Сейчас уже трудно можем представить, что когда-то люди не могли выехать за границу, что когда-то джинсы или жвачка, я помню, жвачка. Полы. Да, это был просто вот, ну как сейчас ты купил там, я не знаю, новый iPhone, да? Это было на моей даже памяти.
моей жизни. Поэтому мы можем очутиться в такой ситуации, когда, ну, как в манифесте коммунистической партии, кто был ничем, тот станет всем. Вот сегодня ты, может, никто, а завтра ты раз, дед Пихту. Значит, ну это утрирую, да? И с татарами то же самое. Сегодня у нас, казалось бы, масса проблем, а завтра мы, может быть, будем передовыми, кто вот вошел в эту постинформационную эпоху, потому что мы к ней адаптированы. А мы к ней адаптированы. Мы к ней адаптированы. Вот я вот то, что тебе привел пример относительно вот социсследований этих интересных, это раз. А во-вторых, татары до революции жили так называемой системой махалля, независимое сообщество, где там была система образования собственная, система экономического, хозяйственного вот, такого взаимодействия, да, попечительский совет и самодостаточность. Ни копейки не брали у государства. Но при этом все было, да, это эпоха Ренессанса татар, конец 19 начало 20. И мы сейчас тоже живем, ну, экстерриториальный махалляй, да, то есть поэтому татары быстро устремились в интернет, поэтому они быстро налаживают взаимоотношения, там сабантуй быстренько организуют. Возможно, этот этап уже надо преодолеть, конечно, сабантуйность так называемая, но это база, от нее можно, по крайней мере, отталкиваться, да, фундамент есть, а у кого-то этого фундамента нет. И если есть фундамент, то любой дом можно построить. В общем, надежда есть. Конечно. У татар есть хорошая поговорка. Эмецис гана шайтан. Безнадежен только Иблис. Шайтан. Как вам такое завершение нашего диалога? Спасибо большое, Руслан. Спасибо, что тебе. приехал. Будем чаще приглашать, потому что, правда, интересно общаться и находить какие-то идеи общие и, в общем-то, может быть, что-то вместе делать. Конечно. Спасибо Готов. большое. Спасибо вам. Спасибо. Ребят, смотрите нас. У нас очень классные есть люди, которые приходят регулярно, общаются и рассказывают вам вот такие уникальные вещи. Спасибо за внимание.